Руслан, тут вот история такая у меня у подруги. Она хоть и не феминистка, но уже готова ей стать. Который год на ее работе повышение получают только мужчины. Вот куда бежать? Кому жаловаться? Почему надо сразу жаловаться? Я вот не понимаю. И что вообще такое это феминизм? За какие такие права женщинам нужно сегодня бороться? Я вот не понимаю. Может, ей элементарно не хватает компетенции, либо она слишком погружена в свою личную жизнь. Почему сразу жаловаться? Руслан, ты сейчас говоришь как настоящий сексист. На самом деле, ты посмотри. Заметь, я даже не обижаюсь. Руслан, ты посмотри на жизнь. Вот женщины получают меньше, чем мужчины. К политике их допускают за редким исключением. Не всегда. Куча научных исследований об этом. Да причем здесь наука, я тебе про реальную жизнь говорю. Вот сегодня, да, если у женщины есть амбиции и планы самореализоваться, у нее есть все возможности этого сделать. Вот все. Вот если отдельно конкретная взятая женщина, да, может держать своего мужика вот под каблуком, то ничто ей не мешает держать огромный коллектив вот тоже вот в этом маленьком твердом кулачке. Поэтому при слове феминизм меня вот иногда подмывает взяться за пистолет. Это вот ваша любимая мужская отговорка. Давай сегодня обсудим эту тему с нашими гостями. Давай обсудим. Имя каждой женщины, сидящей за этим столом, в основном на слуху у жителей республики. Каждая из них имеет общественный или политический вес в Башкортостане. Сегодня их объединяет Союз женщин, единственная, действующая, официально зарегистрированная феминистическая организация в регионе. Обычно думают, что это феминизм чисто отрицание мужчин. Нет, это не отрицание мужчин. Феминизм у нас, наша организация тоже имеет корни феминистические, потому что главная наша задача – это защита интересов женщин и выдвижение женщин на уровень принятия решений. Да, мы главным этом. И защита женщин на уровне семьи. В правление Союза входят 65 женщин, в основном с большим опытом работы на руководящих должностях. К ним может обратиться любой житель с проблемой, касающейся семьи и женских прав, и получить как минимум юридическую помощь. Рашида Султанова возглавляет Союз уже 23 года и с сожалением отмечает, что им не хватает молодых инициатив. А это инициативы молодых в Уфе. Например, культурная встреча с московскими феминистками, где можно поговорить об искусстве, истории и философии. Когда вы говорите, что феминизм – это политическое движение, я скажу, что это движение. Это движение мысли. Это движение мысли, которое каждый человек осуществляет внутри себя. Мужчины по-своему осмысливают феминизм, женщины по-своему осмысливают феминизм. И есть такое выражение, может быть, вы его слышали, называется феминистская оптика. То есть это определенный взгляд на вещи, благодаря которому ты начинаешь видеть, например, дискриминацию. Ежегодно в марте этот актив проводят Фембайрам – мероприятие, длящееся несколько дней, где читают лекции о проблемах современных женщин. И в этом они и видят свою миссию. Сообщество официально не зарегистрировано и в основном представляются отдельными личностями. На мой взгляд, как фем-активистки, у нас условия для того, чтобы продвигать свои идеи, говорить о проблемах женщин, проводить мероприятия, устраивать какие-то просветительские мероприятия. У нас среда благоприятная. В то время как, например, если брать Кавказские республики, там большинство активисток, они себя даже не могут публично о себе заявить. Если ведутся какие-то телеграм-каналы или группы на тему феминизма и прав женщин, они это делают анонимно. Все формы привлечения внимания к проблемам современных женщин хороши, считает член Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан Кристина Абрамичева. Нужно и лекции читать, и блоги в интернете вести, и делом помогать. Например, навестить пострадавших от домашнего насилия женщин в социальном приюте. Здесь, как нигде, очевидна женская уязвимость. Мы хотим сильных мужчин вокруг, добрых, порядочных, самое главное, умеющих взять на себя ответственность за семью. И уж тем более, так как у нас идет съемка в кризисном центре Мухаббат, куда попадают женщины, попавшие в домашнее насилие, уж тем более, чтобы мужчина не смел поднимать руку, агрессировать, психологически давить на женщину. Но это в идеале. Я надеюсь, что когда-нибудь так и будет. Но если мы говорим конкретно о проблеме домашнего насилия, то это прежде всего озвучивать эти проблемы, собирать статистику, делать кризисные центры. Но это уже как бы ликвидация последствий беззакония нашего. А в первую очередь, конечно, нужно в Госдуме лоббировать закон о домашнем насилии, который бы защищал наших женщин и детей. Не только идти в политику и менять законы, чтобы меньше было и внутрисемейной агрессии, и ущемления прав женщин, нужно еще менять мышление и менталитет, буквально на бытовом уровне. Именно в этом видят свою миссию феминистки четвертой волны.
когда мальчик что-то делает по дому, ему говорят: помогаешь маме. Но на самом деле он не помогает маме, он занимается вещами, которые нужны ему, да, и всем членам семьи. Это не маме нужно помыть посуду, это всем нужна чистая посуда. Даже в таких мелочах проявляется какой-то сексизм, да, что как будто бы это вот женское дело, а это мужское дело. Вот когда вот все обязанности будут на равных поделены, тогда, наверное, женщинам будет легче заниматься и политикой, у них будет больше энергии для этого, больше времени, и карьеры, и всем остальным. В нашей стране женщин уравняли с мужчинами в правах еще во времена Советского Союза. И работали наравне. Женщины активно осваивали исконно мужские профессии, и во власти женщин тоже вполне хватало. В вопросе равенства полов Советский Союз был одной из самых прогрессивных стран в мире, как ни странно это звучит. И кажется, феминизм победил еще тогда. Шаг в сторону равенства мужчин и женщин был сделан огромный. Юридически на бумаге права одинаковые у всех вне зависимости от пола, но возможности реализовать эти права не всегда есть, говорят современные феминистки. Что такое феминизм и в чем его смысл? Насколько сложно сегодня женщинам реализовать свои желания и амбиции в карьере и вообще жизни? Эти и другие актуальные вопросы обсуждаем сегодня в программе «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Ирина Сухарева, руководитель студенческих отрядов в Башкирии, мама 4 детей. Азамат Муратов, известный спортивный журналист и комментатор. Кристина Абрамичева, активистка феминистского движения республики, член Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Собственно, тема у нас сегодня и простая, и сложная одновременно. Феминизм. Ирин, давай откровенный вопрос. Вот за свою жизнь ты сталкивалась с тем, что твои права как женщины ущемляют? Или тебя дискриминируют по половому признаку? Вот честно скажи. Ну, когда у меня же очень много желаний, я много чего хочу. Мне все это интересно, да. И когда ребенок у нас первый в семье появился, и мне вот надоело дома сидеть, 1 год и 3 я просидела дома и захотела заниматься больше общественной деятельностью. Я в свой адрес, конечно, слышала различные там фразы: а как ты будешь, а кто будет с ребенком, а мужу понравится это или нет. Ну, какие-то вот такие установочные моменты, с которыми мы дома с мужем сталкиваемся. И, в принципе, это вот наше решение, да, если там я хочу чем-то заниматься, он хочет чем-то заниматься. Но было, да, что нам навязывают, можно сказать, какие-то вот свои вот это такие... такой стереотип, что да, ли, такие роли? Стереотипное мышление. Вот. Что вот женщина должна сидеть дома, заниматься или мужу семьей, говорят, домашним Ирина очагом, плохо делает, вот. Муж должен кто там это зарабатывать говорил? деньги. Вот, Ну, приятели, друзья, там, кто-нибудь. Окружающие. то есть это окружающие. общественное мнение, которое давило на ваши семейные отношения и отношения между вами как мужчиной и женщиной. Можно сказать и так. Мы просто чувствуем юмора очень. Дома у нас так все. Это выручает, Весело да? с мужем, Ну, да, это нас очень сильно выручает. Но 2-й ребенок было проще, 3-й проще, 4-й уже ни у кого не было вопросов. Ирина из роддома выйдет и всяко пойдет на какое-нибудь заседание или совещание. То есть здесь даже уже у знакомых вопросов не возникало. Кристина, а кто сейчас, насколько движение феминизма в Башкирии распространено, кто занимается, есть ли организации, официально занимающиеся защитой прав женщин? У нас есть группа «Феминизм в Башкортостане», Тансулпан Буракаева ее изначально где-то в 2013 году. И она объединяет, вот это не зарегистрированная официально, конечно, организация, это просто действительно единомышленницы, которые себя относят к разным направлениям феминизма. То есть направления что же бывают разные внутри любого течения. И вот мы занимаемся, большая часть времени мы занимаемся просветительской работой, потому что действительно вот эти гендерные проблемы, их не адвокаты чаще всего решают, да, мы боремся скорее со стереотипикой, с воспитанием одинаковым мальчиков и девочек, чтобы у них в будущем были тоже там у девочек стремление к лидерству, у мальчиков, чтобы была вот эмпатия достаточная, семейственность, роль отца тоже, чтобы у них повышалась, потому что когда мальчик играет в куклы, да, общество и семья хватается за голову, как так мальчику в куклы играть не положено, нехорошо, вдруг он какой-то там будет не такой в будущем, да, и никто не говорит мальчику: молодец, играй в куклы, ты прекрасный будущий отец. Нет? Хорошо, а как говорят нечто другое, да? Как феминисты относятся к тому, что вот мальчик играет в куклы?
Прекрасно. Потому что ни у кого не закладывается изначально гендерные роли. Все это нам накладывает общество. То есть младенцу все равно, в розовом конвертике он будет лежать или в голубом, правильно? Это мы наделяем цвета какой-то гендерной окраской, да, и так далее. Мы начинаем транслировать вот эти гендерные роли мальчику и девочку. Определенные роли, да. Если мы мальчику больше даем развивающих каких-то игр, конструкторы, те же самые машинки и так далее, девочке мы даем что? Кроме кукол, да, наборчик для уборки, посудку и так далее. Бесспорно, какие-то девочки хотят и в это играть. Но нету каких-то мужских и женских черт изначально. Есть нечто феминное и маскулинное. И в каждом человеке в разных пропорциях существуют феминные качества и маскулинные. В мужчине может быть больше феминных, в женщине больше маскулинных. Понятно. И, соответственно, они выбирают себе Кристина, профессию. спасибо. Азамат, вам есть что ответить? Как воспитываете своего ребенка? Я, честно говоря, в шоке нахожусь, все вот это слушаю. Это, конечно, по-научному все звучит, наверное, все своевременно, сообразно текущему времени. Толерантно. Ну, мальчик, играющий в куклы, и такого мальчика надо до последнего, за него надо бороться, давать ему в руки автомат пластмассовый, потом давать ему лопату. Зачем? Потом Зачем? учить его тяжелому физическому труду, потому что так придумано природой. И в конце концов, если так не получится воспитать из него настоящего, вот это модное слово, какого, мускулинного, маскулинного андроида-самца, ну, пусть получится такой, как был. Но роли прививать в обществе – это обязательно. Общество у нас двуполое. И оно должно делиться на девочек и мальчиков. Мальчики должны быть мальчиками по возможности, а девочки по возможности должны быть девочками. И это не мы придумали, и не нам менять. Мы прямо сейчас в космос без скафандра не выйдем. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Кто-то из женщин борется за свои права словом, активностью в интернете, ну а кто-то в реальности идет в спортивный зал и лупит по груше, видимо, представляя себе бывшего. Давайте посмотрим сюжет из боксерского зала. Все, хватит. Честно говоря, про нее я бы не сказал, что у нее удар как девчонки. И не хотел бы попасть на нее в темном переулке. Спасибо вам большое, больше с вами на ринг не выйду. Никогда. Это с виду хрупкая девушка, пожалуй, даст фору многим мужчинам. От души колотит макевара и груши Гульшан Гариаскарова уже не первый год. Массажист по образованию, она пришла в бокс случайно. Решила, как говорится, попробовать для себя. А потом затянула. Мне нравятся тяжелые виды спорта для выплеска эмоций и вообще для того, чтобы были всегда силы и выносливость. Бокс, согласно распространенным стереотипам, является мужским видом спорта. Но это не так. Как оказалось, все большее количество представительниц прекрасного пола выбирают в качестве увлечения именно этот вид спорта. Понимаете, просто это, это разделение девушки, мужчины, по сути, его, нет. То есть это человек, который приходит, у тебя занимается боксом, и все. То есть, как говорил герой Клинта Иствуда, он говорил, я девчонок не тренирую. То есть, по сути, это все боксеры того или иного уровня просто. Что такое хук, апперкот или, например, джеб, знает каждый, кто занимается боксом. И для лингвиста Ирины Кузьмич это не пустые слова. В спорте она уже с десяток лет занимается для души и тела. Мне кажется, в современном мире очень сложно уже отличить, что женское, что нет на самом деле. И мне кажется, спорт, он должен быть как бы бесполым, что ли. То есть любой человек может, по сути, заниматься любым видом спорта. Ну и потом это выброс энергии. Есть такое мнение, опять же, есть такое мнение, что женщина должна сделать выбор, скажем, в самом начале своего жизненного пути, к чему она стремится. Либо делать карьеру и добиваться успехов в профессии, либо посвятить себя семье и домашнему очагу. Можно ли эти процессы совместить для того, чтобы добиться успеха? Вопрос, прежде всего, к женщинам. Да, вот это как раз и вопрос о том, что женщине, которая хочет сделать карьеру, приходится преодолевать гораздо больше препятствий на пути к этой самой карьере. Начать с физиологических различий, да, потому что женщина должна физически родить. Это физиология, Кристина. Да, это получается 3 года выкинутые из жизни практически, да, в то время как мужчина, ее ровесник, да, который за нее, мы не про счастье сейчас говорим, мы технический момент. Мужчина, который в это время ее обгоняет, да, и занимается своей карьерой все эти 3 года, а если декрет не один, несколько, тем более, и таким образом он имеет больше привилегий, больше преференций. Преимуществ, конечно. Преимуществ на этой дистанции ты имеешь в виду? Да.
конкретно Конечно, сейчас на этой конечно. дистанции касательно Если декрета. мы говорим об одинаковом старте, Да, это уже получается не одинаковый старт. Что происходит в странах, где мужчина тоже, в свою очередь, берет отпуск по уходу за ребенком? Да? Вот это действительно равноправие. У нас это не запрещено законодательно. Мужчина имеет право тоже уйти в декрет. Многие мужчины это делают? Нет. Это один как раз из негласных таких традиций, потому что мужчину просто засмеют, да, может быть, коллеги по работе, друзья. Это считается немужественным. Давайте вот как раз у Азамата спросим. У Азамата назрело, по нему видно, у него что-то там накипело, да? Насколько... Вопрос как был вы задан, считаете, да, насколько вы повторите готовы, вопрос, я допустим, сейчас все по полкам разложу. готовы ли Азамат, считаешь ли ты, что у мужчин изначально есть преимущество на длинной жизненной дистанции? Ну, давайте пошутим. Мужчина будет жить ярко, но недолго. Да? Вот об этом как бы все забывают. Теперь о серьезном. Продолжительность жизни женщины, она гораздо больше. Больше занимайтесь своим здоровьем. Подождите, мы как раз об этом сейчас и говорим. Да, это тоже интересный вопрос. Его обсудим. По поводу того, что у женщины есть какие-то проблемы, давайте так определимся. Самый главный вопрос в жизни любого человека, его желательно задавать каждый вечер перед сном самому себе. Чего ты хочешь? От завтрашнего дня, от следующего года, от будущего своего десятилетия, от жизни своей. Чего ты хочешь? 99% людей на планете Земля этим вопросом не задаются и плывут по течению. Знаете, у женщин это выглядит так. В 20 ты точно должна быть замужем, в 23 у тебя должно быть 2 детей, а еще где-то ты должна там закончить университет. Откуда это понимание? У меня нету такого... От окружающих, от неполноценной личности. Мужская... От патриархального общества, короче. Давайте про патриархальное общество сейчас расскажу. Если другая программа. То, наверное, он уже устарел. Дайте я вам еще раз скажу. Не у У всех. мужчин-то выглядит так. Придешь из армии, женишься. Зачем, папа? Я пришел из армии, женился. Мой дед пришел из армии, женился. Ну разве это И хорошо? Никто не говорит, что Нет это хорошо или понятия плохо. хорошо, нехорошо. Есть понятие, что люди живут чужими мечтами. Ну так мы как раз и Когда говорим об женщина осознанности. хочет сделать карьеру или хочет родить 4 детей и карьеру, я тоже хочу оказаться одновременно на рыбалке, на футболе или в пивном баре. Но мне приходится делать Я что-то выбор. не услышал здесь работы. На работе ни один нормальный мужчина находиться не может. За исключением того, если это мой случай, Азамат, у меня к работа сожалению, хобби. трудно сделать карьеру, находясь на рыбалке. Надо искать работу в хобби. баре. Надо делать Карьеру рыбака выбор. можно сделать. Если женщина выбрала себе мужчину, с которым захотела родить ребенка, пусть она себе отдаст отчет. Не бывает сразу и все. Нельзя и съесть, и сесть одновременно. Ну, не бывает так. А почему женщина если у должна меня делать? своя жена, нормально. Вот Ирина, я не знаю, можно ли назвать Если тебя у вас примером? всё в порядке, я не спорю. Можно назвать тебя примером? Вот У вас и тебя- претензий нет. Ирина, Мне вообще у тебя везде 4 всё детей, хорошо. да? 4 Да, детей. 4 классных. И карьера. Ну. Есть определенные успехи в твоей профессиональной деятельности, да? Как Будем это удалось так думать. совместить? Да. Расскажи Я о обожаю своем- тайм-менеджмент прям вообще со школы. Что такое тайм-менеджмент? Это Организация? организация собственного времени, да. Вот ставлю задачи, смотрю, как мне это успеть. Вот Сначала вы задаетесь вопросом, чего вы хотите. чего я хочу, конечно. Вот. Каждый вечер перед зеркалом Золотой человек. ставлю галочки, сделала, не сделала. Каждое утро встаю такая, о, я полна энергии, пошла побеждать везде. Не каждая женщина на это способна. И не каждый мужчина. Но между мне это прочим, на нравится способен. очень просто. Как очень прям нравится. делите бытовуху с мужем? мужем? Мы много говорим. Мы не так давно к этому пришли, мы поняли, что надо много говорить друг с другом. Несколько лет назад. Вот. А что значит много говорить? Мы каждый друг вечер другу? слушаем В чём? меня. Я только хотел об этом сказать. Видимо, Иногда он к вставляем этому реплики. пришел. Да? Он к Мы этому пришел. смеемся, нет, друг друга слушаем, но больше говорю я. Видимо, так устроены мы. Вот. Обсуждаем с детьми какие-то наши общие дела, потому что если дети тоже чего-то хотят, больше свободного времени у родителей, то дети, конечно же, должны понимать, что родителям нужно помогать. Вот опять-таки как, да, не маме мыть посуду на самом деле, да, там, не маме прополоть огород, там, да, еще что-то, а вот родителям. Мы вместе вот сделаем, Окей, вместе мы вот, что-то Ирина, сделаем. вот есть такая поговорка, это не поговорка, это на самом деле так и есть, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Стоит ли за каждой успешной женщиной мужчина? В моем случае, да.
Чаще всего за женщиной стоит мужчина, который ей говорит: сиди дома, это не твое дело, куда ты полезла. Я знаю таких известных женщин в Башкирии и в Уфе. Они никогда публично не расскажут об этом. Мы правильно понимаем, что за каждой успешной женщиной, за большинством успешных женщин стоит мужчина, который ей мешает? Муж-тиран. Не помогает и не поддерживает, так ты меня, скажем. конечно, извини, но абсолютное большинство российских мужчин сегодня, к сожалению, больше подкаблучники, чем тираны. Давайте уж откровенно об этом говорить, да? Нет, и больше нарушаются права. Давайте ваше частное мнение, да. Да, давайте... Можете поделиться с ним друг с другом. Это не мое личное мнение, не моя позиция. А что значит мужчина-подкаблучник? Это же вот тоже стереотип. Ну вот я вам сказала о том, какой именно мужчина стоит за каждой успешностью, за большинством. Не помогает, не поддерживает и так далее. Вот почему мы ставим перед выбором, как сейчас сказал наш оппонент, только женщину. Почему она должна выбирать между семьей и карьерой? У мужчины тоже есть семья. У мужчины тоже есть семья, правильно? И у него есть карьера. Почему он не выбирает между семьей и карьерой? А потому что семьей занимается женщина, а он может спокойно заниматься карьерой в этот момент. Оппоненту по имени Азамат. Возмущена. Говорим о зрелости личности. Зачем этой женщине, которой мешает мужчина, этот мужчина? Зачем мужчине жена, которая его не слушает? Уйди из моего дома, перестань называться моей женой и делай все, что хочешь. Это союз людей, которые делегируют друг другу полномочия. У зрелых людей по-другому не бывает. Спасибо, уважаемые гости. А мы буквально уходим на минутную рекламу. Пожалуйста, не переключайтесь. Законов о равноправии мужчин и женщин много, но все-таки мне хотелось бы еще один закон. Закон о квотировании мест в политике для женщин. Слушай, чего вам еще не хватает? Все у женщин для достижения успехов в политике тоже есть. На бумаге есть. Квотирование, знаешь, мы к чему придем? Вот как в «Оскаре», да, для того, чтобы какой-то фильм американский претендовал на «Оскар», там обязательно должен быть какой-то афроамериканец, должен быть какой-то гей, должна быть какая-то еще, прости господи, лесбиянка и представители других меньшинств. Мы до чего докатимся? Давай еще поговорим. Назначать нужно по профессиональным качествам и нет, только. Руслан, нет, давай еще поговорим. Не переключайтесь. Смотрите во второй части программы. Чтобы конкурировать с мужчинами, нужно быть вот просто на голову выше. Разве мужчина своими половыми органами водит поезд метро? Нравится нам это или нет, нам приходится считаться. Если женщина решила стать президентом, это ее право. Я, честно говоря, в шоке нахожусь. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем, в чем оно женское счастье и за что же борются современные феминистки. Если кто не заметил, то хочу еще раз отметить. За последние 2 года в Башкирии в органах власти серьезные гендерные изменения. Женщин начали назначать на посты глав районов. Отличается ли их работа от работы коллег-мужчин? Посмотрим, обсудим. У женщин по закону равные права, но не равные возможности, заявляют феминистки. Из-за традиций, особенностей воспитания и предрассудков. Особенно это очевидно, глядя на списки управленцев и депутатов. Делала исследование, посмотрела, какой процент женщин-депутатов был в Курултае в разные годы, и обнаружила, что, например, в 60-е и 70-е процент женщин достигал практически 50% в Курултае, при том, что тогда было около 300 депутатов. Сейчас у нас женщин, насколько я помню, где-то 17%, точно меньше 20%. То есть мы откатились назад, по сути. И мне кажется, что это очень странно, потому что женщины сегодня работают так же, как и мужчины. Женщины сегодня не только рожают детей и не только делают домашнюю работу, у них есть амбиции, они хотят получать такую же зарплату, как мужчины, они хотят тоже управлять страной, потому что ненормально, когда твоя страна решает вопросы, касающиеся тебя, без тебя. Раньше как было? Вот 3 секретаря райкома было на местах, обязательно из 3 секретарей 1 должна быть женщина. Вот это было какое-то гендерное равноправие. А сейчас хуже, чем в СССР. Да хуже. Я сколько говорю, каждый год, я вот статистику беру, есть у нас целые администрации, где нет ни одной женщины. Да. Глава и 4-5 замов, все мужчины, мужские администрации. И за ними никто не следит.
Буквально полгода назад имя Гюзель Насыровой всколыхнуло Иглинскую администрацию. Район сложный, и никак не ожидали местные чиновники, что руководить пришлют женщину. Заместителей она пока не поменяла. Их 7 и все мужчины. Я ожидала, я, наверное, даже готовилась, уже как-то изучала там законодательство муниципальное, получается, нормативные документы читала, проучилась в Сколково. В Сколково, когда я училась, я себе получила ответ, что я смогу, и что нужно не бояться и решиться на это. С мягкостью в голосе, но с железной хваткой. Плотный рабочий график. За день все объехать, ко всем заглянуть, договориться, решить проблемы. Не забывать следить за внешним видом и манерами. Держать в уме семейные дела. Как раз здесь есть то самое отличие мужчины и женщины. Если кто-то накосячил, то на моем лице уже это видно. Я не улыбаюсь, я злая и жду четкого конкретного ответа. Женщины-руководители отличаются от руководителей мужчин тем, что они подмечают очень много более тонких деталей, которые мы со своей стороны не замечаем или считаем их недостаточно важными в своей работе. Ну и, соответственно, эти моменты позволяют нам более эффективно где-то работать с жителями, выстраивать свою работу и делать, соответственно, наше Иглино лучше. Надежда Крылова – юрист, адвокат, в прошлом депутат, сегодня сопредседатель ОНФ и в женском активе заместитель, отстаивает права женщин за равноправие, считает важным качеством образование и уверенность в себе. Конституция однозначно сказала о том, что и мужчины, и женщины, и мужчины обладают равными правами. И другие законы у нас тоже на это направлены. Культура, история, традиция, религия – это все вместе. Вот этот сплав, он и дает осознание того, что у нас в обществе могут быть присутствовать такие моменты. Ведь у нас как принято в России, что все-таки женщина, она все-таки слабая. А почему она слабая? Она все-таки сильная. А чтобы рядом с ней находился мужчина, а локоть, значит, муж, который бы заботился и о ней, о семье, и о тех детях, о будущем. Поэтому, если есть какое-то неравенство, то скорее это мы, мужем, женщины, даем повод для того, чтобы быть слабым. Поэтому вот мое такое ощущение. Есть вот такое предложение, допустим, оно звучит иногда, чтобы квотировать именно места в управлениях, в политике для отдельно женщин. То есть, не знаю, 50 на 50. И чтобы 50% обязательно было там женщин. Вот как, Кристина, так это... Ваше отношение к этому... К этой инициативе пока фантастическому предложению. Да. Ну почему же для того, чтобы выровнять какой-то перекос, нужно эту палку в другую сторону перекосить, да, а потом она естественным образом придет в равновесие. Вот примерно так же я отношусь к этой инициативе. Учитывая, что старт у мужчин и женщин изначально и в жизни каждого человека не равноправен, и вообще относительно человечества, да, мы знаем, что женщинам долгое время нельзя было не только голосовать, но и получать высшее образование. Это к вопросу, когда мы задаемся, почему у талантливых художников больше мужчин, а не женщин, почему их имена остались в истории. Почему ученых имен, да, больше мужчин осталось в истории и в других профессиях? Именно поэтому, потому что были вот такого рода препятствия. Если это не факт дискриминации, я уж не знаю, что вам еще можно привести. Сейчас-то этих запретов нету. Иди, делай все, Хорошо, что а вы хочешь. можете представить себе, как думаете, в каком году президентом нашей страны станет женщина? В США был президент женщина? Нет. Почему? Недостаточно толерантны. Действительно. Ирина, вот твое отношение к этой идее, возможно, пока фантастической, квотирования. Я пока не забыла, да. Вы сказали про президента в США женщин. Но женщины там борются за это. Уже был чернокожий президент, да. Уже как бы разнообразие какое-то. Я уверена, что в США женщина станет президентом уж гораздо раньше, чем в России. Да бога ради, кто будет против. Спасибо. Ирина. Я считаю, что у руководителя нет пола. Как бы руководитель, это эксперт, это человек, который на самом деле, вот как оппонент говорит, какая разница, женщина это или мужчина, если этот человек руководит там какой-то организацией определенной. Там есть свои задачи, там есть своя миссия, там есть какие-то свои цели. И страна, республика или какая-либо организация
Мне кажется, видимо, что вот разницы как-то нет, так. пока речь не заходит о всяких стереотипах, анекдотах, о женщинах-начальницах, которым приписывается какая-то эмоциональная нестабильность, истеричках, предменструальный синдром им приписывается, который очень сильно влияет на их рабочие качества. Да? Вот здесь у женщины сразу появляется пол. Сразу все чувствуют эту разницу все-таки между напомню, мужчиной и женщина женщиной. за рулем еще, да. Да. Тут сразу появляется, когда автоледи, да, не просто водитель машины совершил ДТП. Если это женщина, то она сразу автоледи маркируется, да. Никто не говорит водитель просто, да, когда речь о женщине. Так вы же То иначе есть обидитесь пол или появляется забудете, тогда, что вам когда разрешили это автомобиль удобно, водить? да. А когда это неудобно, то сразу все бесполые, асексуальные и вне каких-либо гендерных И все-таки структур. где нарушили чьи-то права? Расскажите мне. Так вот как раз мы Задавайтесь этим говорим о вопросом том, до что- конца передачи. Как вы считаете, накладывает ли женская физиология определенные ограничения на осваивание какого-то перечня профессий? Той или иной профессии. Нет. Почему? Разве мужчина своими половыми органами водит поезд метро? Какая разница, мужчина это будет делать или нет? Есть множество профессий опасных для организма, вредных, да, как и мужчины, и у женщины. В чем здесь разница? У мужчины тоже есть репродуктивная функция, извините. У него тоже может быть влияние, да, на живость сперматозоидов и так далее. О репродуктивном здоровье. У нас целый институт профессиональных заболеваний работает. Да? Почему же мы его не возьмем и мужчинам не запретим работать где-то? Понятно, да. Ирина. Ну вот нянечку возьмете Вот у к нас, себе да, работать? вообще, когда только пандемия началась, мы в отрядах очень сильно задумались о том, что мы, наверное, не про все профессии, да, то есть сейчас очень много новых профессий появляется. То, где, онлайн, да, он очень сильно развивается. И одно из направлений у нас есть отряд нянь, например. Мы туда мальчиков не берем. Почему? Ну, во-первых, мамочки, которые обращаются за этой услугой, мы даже их опрашивали, да, то есть у них всегда только девочка. Нам нужна только девочка-нянечка, нам нужна только девочка. То есть деление профессий на мужские и женские, это не условно, это реально жизненно. Ну, в чем-то, наверное, да. Вы говорите, нет пола у профессии. Вы только что заявляли. Я про у профессии руководителя нет говорила пола. же. Получается, есть? Ирина, а вот вопрос. А было ли у мальчиков желание быть нянечками, или вы им не предлагали? В течение 2020 года и 2021 2 человека обращались. Мальчики? Да. И вы им отказали? Ну, мы сказали, ты можешь вступать, конечно, в отряд. В отрядах же не только работа в течение всего года. Там же много и другой такой деятельности, да, культурно-массовые мероприятия, различные там соревнования. Но нет, они что-то не ужились. Слушай, ну а вот в целом, как ты относишься к тому, что женщины могут осваивать любые профессии? Я считаю, да. Ну, а вот да, видите, в принципе, и мальчики тоже. Ну, я-то говорю про нашу, да, деятельность няни, например. Нет, но, наверное, есть, Нет, да, давай в целом, усатый нянь. Там, не и всё про тут остальное. отряда, а вообще в целом. Я считаю, не беря, что... совершенно правильно, не беря крайний случай там с Да, вооруженными да. силами. Да. Каждый человек выбирает для себя то, чем он хочет заниматься. Да, Хочу я но есть новую профессию общественное освоить, мнение, я иду, которое да и- давит на этого человека. Потому что закон Да и пускай ограничивает давит. еще и общественное мнение. Нет Да. никакого давления общественного. Как это нет? Да нет. Мы Да только либо что я услышали яркий смотрите, пример. либо я Почему поддаюсь вы не этому делаете, давлению, мальчиков не либо берут? я... Давайте- ну, просто пускай он будет в давайте не- отряде, его просто... таких никто не очень-очень закроет. много примеров, на самом Простите деле. меня за выражение, по-бабски не будем все в одну кучу. Спасибо, уважаемые гости. А у нас еще есть мнение экспертов на эту тему. Давайте посмотрим, обсудим. Вот формально неравноправия никакого нет, конечно, да, но женщине, чтобы конкурировать с мужчинами, нужно быть вот просто на голову выше мужчин, да, то есть если мы возьмем ситуацию, когда на какую-то должность претендует женщина и мужчина, то женщине нужно быть сильнее этого мужчины априори, то есть если мужчины между собой как-то, они тоже, конечно, конкурируют, но там есть какие-то снисхождения, да, каким-то там провалом, недостатком или еще чем-то, то женщина должна быть почти идеальна. Если женщина решила стать президентом, это ее право. Если мужчина решил заняться воспитанием детей в семье, это его право. Но должен решать он. О какой борьбе может быть идти речь? Ведь в основе лежит то, а могу ли я? А имею я ли этот потенциал, вот эту потенциальную энергию, взять ответственность за то, что я заявила?
Но вот в этом и кроется, что потенциальная энергия мужчины и женщины с учетом эволюции каждого из нас, двух полов, они несколько разные. И служим мы каждый своему направлению. Да, действительно, общество диктует определенные модели поведения, с которыми нравится нам это или нет, нам приходится считаться. И мы считаемся. Но для того, чтобы считаться нормальным. Не мы конкретно здесь в студии, а все словно считаются. нормальным. Резюмируя наш сегодняшний разговор, да, у нас есть такая любимая фраза в программе там, про свет в конце тоннеля. Вот, Кристин, вот в вопросе, который мы сегодня обсуждаем, для тебя светом в конце тоннеля что является? Выравнивание гендерного дисбаланса и воспитание детей в таком равноправном духе, избавление от гендерных стереотипов. И это возможно. Возможно менять не только законы и законодательные инициативы, но и общественное мнение, установки и убеждения, которые часто действительно являются препятствием. Закон есть, да, но мы его не исполняем, потому что так не принято. Поэтому начинать нужно как раз с гендерных стереотипов и определенных установок. Понятно, спасибо. Ирин, для тебя что этим является светом в конце тоннеля? В идеале. Да все хорошо. Или вокруг свет уже, и нет давит тоннеля? на меня, не давит. Это моя жизнь, она у меня одна. И это про каждого человека. Хочет он бороться, пусть он выберет вот этот вот путь борьбы, тратит очень много сил, либо он будет учиться договариваться и делать так, чтобы общество видело в нем нормального человека. Я вот женщина, хочу руководить, да пожалуйста. Я женщина, хочу на стройку, штукатуром, маляром, там, да, еще кем-то, да пожалуйста. Ну, зависит будет от меня. Соответственно, Я для тех профессий, которые запрещены соответственно, законом. прав, предоставленных тебе, достаточно. Да, у меня, да, нормально. И у ребят, с которыми я работаю, тоже. Азамат, Что? в чем для тебя свет в конце тоннеля? В этой теме, которую ты искренне пытался понять? Я ничего понимать не хочу. Я твердо убежден, когда все поймут, чего они сами хотят, когда девочки начнут выходить замуж, а мальчики жениться не потому, что им нужно официально потрахаться первые 2 года, а потом дальше разберемся. Когда люди начнут ответственно заводить детей и понимать, что с ними делать. Когда родители начнут понимать, что кроме работы еще есть семья. Когда мы отчасти, возможно, вернемся к тем истокам, в которых растили, ну, к семейным устоям, в которых растили нас, наши бабушки и дедушки, которые передавали и были, наверное, последним поколением воспитания в семье по гендерному признаку и по гендерным ролям. Вот тогда у нас все будет хорошо. Если в нашей стране будет 8 президентов и 9 из них будут женщины, я ни слова не скажу. Если в нашей стране министр обороны будет женщина, по мне так лишь бы успела красную кнопку вовремя нажать. Если она этот тест не сдает, то давайте ее поменяем. Наверное, на другую женщину. Мне это абсолютно не важно. И еще раз скажу, не надо с больной головы на здоровую. Девочки, вы определитесь, пожалуйста. Вы хотите семейного счастья или успехов в бизнесе и в политике? Почему девочка-то должна определиться? Потому что мальчики не приходят и о своих проблемах, не помешаете. о своих проблемах здесь не рассказывают. Девочки. Может, это и плохо, да, что они не рассказывают о своих проблемах. Вот потому и умирают. Молчат. Мало с психологами разговаривают. Уважаемые гости, да, мы предполагали, что эта тема вызовет жаркое обсуждение. И, возможно, эта тема не одной передачи. Об этом можно говорить долго. Вам большое спасибо, что пришли. Большое спасибо за предметный, конкретный, спорный во многом, да, и, главное, честный разговор. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. Ну что, Руслан, убедили тебя наши гости, что идеи феминизма вообще-то полезны и для мужчин? Ну, на самом деле, эта идея программы была не в том, чтобы кого-то убедить, а в том, просто, что надо обсуждать. Эту проблему надо обсуждать, вернее, тему. На самом деле, если там идея феминизма в том, что все мужики козлы или все бабы дуры, то, ну, со самом деле, это не так. Да? Это крайности, это стереотипы, которые мешают. Кому мешают? Ну, стереотип о том, что мужчина должен обязательно идти и убить мамонта, а не быть домохозяйкой, это же тоже стереотип. Понимаешь, и мы об этом говорили. В том числе и об этом, да. Поэтому жизнь – это сложная штука, в жизни все непросто, и она в какую-то схему или там модель поведения не укладывается. Руслан, я для себя решила сегодня одно, что этот был разговор очень полезен. Полезен в первую очередь в том, что мужчинам и женщинам нужно между собой договариваться. То, о чем говорила Ирина, да, что нужно проговаривать, нужно говорить, да? Нужно говорить, нужно слышать друг друга, а не соперничать. Тебе слово.
Итак, что такое феминизм и с чем его едят, тема спорная, честно говоря. Одно ясно, феминисты – народ плечистый. В смысле, готовы постоять за себя и свою подругу. Берегите женщин или все-таки женщин берегитесь. Такой ли уж слабый этот слабый пол, каким он хочет иногда казаться. Ну, слабый, не слабый, но точно прекрасный. До свидания, берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.